Вот это дядя. Дядя идет. Какой-то. Вообще непонятный дядя. Кто это? О-хо-хо! Вот это да! Кабан. На верхнюю. Вот это хороший. Прям чувствуются вот такие красавчики. Как идут и хватают. Причем такие прям даже на балансир берут. Порой бывает. Так, у нас уже крупничок весь закончился. Еще парочку тут подкинем. И все, ребят. Вот эти мелкие я уже не буду трогать, потому что за дровами надо будет ехать. Дрова найти в лесу очень сложно. Дров в лесу очень мало. Не знаю, покажется вам это абсурдом, но это так. Не каждые дрова подходят для топки. Есть сырорастущие, но их не надо пилить, потому что сырые дрова плохо горят. Есть валежины. Валежины подойдут, но валежины тоже делятся различными. Есть сухостои, которые растут. Есть сухостои валежины. Есть моренки. Лучше всего подходят для растопки мореной, которые где-то упали, где-то в верховьях. Их принесло водой по весне, по большой воде. Или еще в результате чего, я не знаю. В общем, подмыло с островов. Вот эта древесина, она пока плывет, она прям становится вся такая прогонистая, без сучьев, без коры. И вот лежит она, вот воды напилась и подсохла вот в таком виде. И проморилась, так сказать. Она плотная, у нее структура древесины становится. И вот эти дрова, вот такие вот мореные именно, они идеально подходят просто. Они как бы и сухие, и тепла больше дают. А то, что вы там сухостой какой-нибудь спилили там, он у вас пшик, сгорел и все. Или еще лучше, какую-нибудь сырую какую-нибудь спилите, сырорастущую, и будете тоже мучиться. Или лежит дерево, оно тоже сырое может быть, в коре там. Ай да чебак! Вот это знатные чебаки. Красота, друзья. Ай, какая красота! Даже некогда палатку и площадку выйти почистить. Ну ничего, главное наловить. Как-нибудь увезем. Кстати, Дмитрич тайком рыбачит. Операцию ему еще не сделали. Вот. Они с Янычем в прошлый раз съездили на рыбалку тайком, но ему сказали, как бы, можешь рыбачить, но уже ночевать нельзя, бурить даже лунку нельзя, тяжелее ящика поднимать ничего нельзя. Да и ящик, я не думаю, что вообще ему можно поднимать. Сейчас Дмитрич в санях уже не сидит. Дмитричу отдельное место выделено за снегоход, ну как бы на снегоходе. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Чебак так чебак. Чебачело.
Душа радуется прям. Ай да я, ай да я. О, а покушать они мне так и не дают, а? Абсолютно. Абсолютно не дают. А покушать, друзья, надо. Надо и сварить, надо и поесть. Все надо успеть сделать. Дел очень много. Мо. Дай хоть пряник с хрумкою. О, как закон подлости. Стоит отвернуться, да, и сразу поклевка. А за нижнюю взял чебачок. И сюда его. Пускай там идет. Оп. Все-таки подсократили мы маленько численность их, видимо. Так, ну сейчас, друзья, дрова надо подкинуть и съездить за дровами. Что там, клевало, нет что-нибудь? Я тут чертика хотел во второй погонять. Ребята мне столько всякого понаотправляли, и пыздрики там, и мушки. Извините, если что не успею попробовать в этот раз, то в следующий раз обязательно попробую. Поэтому... А то, что товары вот эти, которые отправили они, ребят, можете посмотреть на портале клеваярыбалка.рф. Там многое и это, и многое другое. Это все производители, все это поддержка производителей. Приобретается напрямую у производителей. Есть уникальные товары, уникальные воблероделы. Сергей Соболевский, все ручной работы. Андрей Марар и другие ребята. О! Слушай, хороший такой идет. Ну слушайте. О-хо-хо! Дядя хороший вышел. Да. Пока сидел там с удочкой, что-то разбирался, что с ней не так. Есть.
сюда. Есть такое дело. Опа. Туда его. Давайте чайник поставим. Что, дрова просто так жечь? Сразу, а? Опять стайка подошла, видимо. О, за верхнюю в этот раз. Она, видимо, понизу, то низом, то верхом ходит. Всяко разно. У них там свои законы под водой. Так. Ну вот все-таки думаю, может блесенку погонять под водой. Потому что плотва у нас и на блесну берет, и по барабану. Ай, даже не дают опустить. Хороший идет дядя. О! За верхнюю взял. Есть поклевка. Когда приезжаешь в такие далекие места, то прям душа отдыхает, все забываешь плохое. И порой сидишь и думаешь, да, вот приехал я в такую даль один. Довез же меня мой конь все-таки железный. Но теперь нужно, чтобы он еще меня и обратно увез. Вот. Но Дмитрич с Янычем должны приехать на выходные. Яныча, как закончится его рабочая смена. Рабочая неделя, как закончится, они должны приехать с Дмитричем. На денек, потому что Дмитричу дольше нельзя. Ага. Кто-то схватил блесну. Даже тут плотва схватила. Обалдеть. Вот жадина говядина, а. Ну иди, раз схватил. Ладно. Я-то думал, щука будет клевать или окунь. Кто-то из них. Ну, плотва тоже неплохо. На блесну. Так. Ой, только хотел сказать. Перерыв получился
как тут же поклевка. О, вот это да. С каждым разом все больше и больше. Все крупнее и крупнее, друзья. Обалдеть. О! Тоже неплохой идет. О! За верхнюю взял. Может, есть смысл уже повыше поднять? Такое ощущение, как будто они тоже выше поднимаются. Ну вот этот уже средненький такой идет. Этот уже за нижнюю взял. У дна. Есть. О, хорошая сороженка. Есть. Есть. Хороший дядя идет. Неплохой. О, вот это да. Вот это я понимаю. Плотва так плотва. Хорошая плотвичка. Опа. Так, пока есть время, можно камеру опустить, посмотреть на дне морском, что происходит. Ой, даже удочка чуть из рук не вылетела. Опять. Хороший дядя, походу, клюнул. Да слушай, не такой уж и большой дядя-то. Просто агрессивный. Хотел камеру опустить. Камеру опустить не дают. Момент поклевочки. Какие рыбы вообще плавают. Посмотреть. Что там делают они. Очень много узнаешь о рыбах, наблюдая за ними, за их повадками. Тоже как своего образа интересный контент своего образа. Но хочу сказать, что не камильфо, отнюдь. Отнюдь. Не, совсем плохо. Угу. Очень мутно видно вообще. Практически не видно, если выключать. Поэтому бесполезно. Это надо где-то на какой-то мели там
Здесь глубина 6 метров. Здесь бесполезно. Так, пока есть перерыв, давайте сходим за дровами, наверное. Решил я все-таки приготовить поесть. И заодно, пока будем готовить, если получится, то одновременно с готовкой будем рыбалить. Ай, началось в совхозе утро. Это закон подлости, друзья. Я уже говорил, что есть такой закон. Когда мы хотим есть или еще что-нибудь, здесь обязательно начинается дубас. Вот обязательно. Вот. Когда ты начинаешь вот что-то, вот, какие-то движения, вот, все. О. Абсолютно не дают ничего сделать. Причем хороший дядя идет. Неплохой такой. О, ну как, грех такого не взять. Как поклевку пропустить? Ох, до язвы доведете вы меня. Ту-ту-ту. Даже не знаю, готовить начинать или дальше рыбачить. Ну поесть-то надо же, ребят. Согласитесь. Ты смотри, что делает, а? Так, баллончик нагрелся. Краем глаза вижу, что там что-то поклевывает. Не отвлекайся, не отрывайся от процесса готовки. Специальный ножик есть для банок. Спасибо Антохе Симерову. Даже название есть, клевая рыбалка. Идеальный просто нож. Открывает просто идеально. Полбаночки закинем, полбаночки на потом. Это можно уже заморозить даже. Так, надо поесть, короче. Иначе
не поешь, не порыбачишь. Лучше собрать удочки, чтобы нормально поесть. Так и сделай. Ну вот, приготовил. Сейчас можно и поесть. Приятного аппетита. Друзья, сейчас поедим и предлагаю сходить за дровами. Сегодня тепло, поэтому одну камеру возьму налобную. Немножко поснимаю. Костюм реально хороший. ХСН. Рекомендую. Давно уже ношу одежду этой фирмы. Очень теплая. Быстро сохнет. Вчера жестко был намокший вообще. Потому что в наледь там проваливался. И тому подобное. Снег липкий. Вот еще, друзья. Вот поэтому вот ношу вот такие вот зимой сапоги. Потому что у нас даже в полтинник бывает наледи выходят. Поэтому в валенках, если будешь ходить, то все, хана. Валенками, ногам. Ну, считай, вот так вот ходил вчера в наледи. В воде. В 50 градусов, прикинь, мороза. Представьте себе вот. О, там уже сколько надубасил. Неплохо, да, с утреца-то? За несколько минут-то. Дрова поедем искать. Вот еще одно ноу-хау, how now якутских производителей. Представляю вам накидка для снегохода. Производство Хату Тент. Хоту это значит север. Тент это значит тент. Продукция этой компании также есть уже на сайте клёваярыбалка.рф. Просто всю дорогу кто-то спрашивает, где купить такой снегоход, для снегохода такую накидку.
показываю. Можно ее купить у нас на портале клёваярыбалка.рф. Очень хорошо держит тепло, снегоход. И снегом не забивается. Поэтому смотрите. Но при ветре парусит. Поэтому хорошо зацеплять. Также посмотрите, вот нынче у них же приобрел вот такую штуку. Очень удобно, оказывается. Руки вообще не мерзнут. Даже в тонких перчатках приехал. Без рукавиц. А если у вас с подогревом, еще вообще тогда горечь знать не будете. Но рукавички на всякий случай с собой все равно теплые вожу. Обязательно. И вот эти утяжки вот просто утягиваются вот так. Это я по незнанию сделал. И можно привязать вот здесь вот. Вообще нормально. Шикардос. Ну, сейчас проверим. Смотрите, вот вчера выбирался из наледи. И вот такую травму мой бак, канистра моя получила. Ну благо бензин хоть не вылился, вон он полный, 20 литров. Это возвращаться нам бензин. И 30-ка там была залита в баке. Проглот еще тот. Так, перед отъездом обязательно проверяем наличие всего. Хватит. Достаточно. Вот эти крышки хорошо закрывать, проверять. Канистра круглая стала теперь. Так, что у нас тут? Показывает-то. Термоящик. Клевая рыбалка написано. Якутия. Ух ты. 22 уже. О, холодает, ребят. Холодает. Всего лишь 22. Тепло еще. Так, ну это по мелочи пускай. Тут лежит. Да, это тоже. Так, это обязательно, чтобы этот у нас не замерз, малыш. Спаситель, самый спаситель.
Так, делаем накачку, смотрим туда, сорта польется, значит норм, есть контакт, открываем подсос, вот это вот так откидываю, здесь у меня газулька, потому что нагреется. Вчера вечером приехал, вон там вот проехал ночью, и вот здесь вот посередке, посередине следы были, как будто человек ходил, вот так волочил ноги, не знаю чьи, может медведь, хер его знает, шатун, поэтому ружье обязательно, без ружья здесь делать нечего. Здесь конкурент мой приезжал, оказывается, уже вон там, с той стороны какой-то буранист когда-то. Ну, еще осенью, видать. Искал дрова. Охотник, наверное. Но глубже он не зашел. А мы здесь с Володей глубже были. Я тут заприметил еще с осени пару валежин. Ну вот такая есть вот. Она наполовину трухлявая, наполовину должна гореть. Вон там ближе к низу. Сейчас я ее вытащу. И вон там вон основные трухляшки лежат. Сейчас схожу, посмотрю.
что, береза есть. Стаскаю. Иначе не стопишься. Вот, по-моему, какой-то кустарник лежит, что ли. Кустарники нежелательно, они плохо горят. Но кустарник, ага, он не нужен. Ну вот эта листвяшка, походу. Либо ель еловая. Половина, видите, снегу. Ну, в смысле, половина-то более-менее заморилась. Моренка. Ну, еще сутки есть, считай. Дальше зайдем, посмотрим-ка. Он там меня интересует. Давно, видать, лежит. Ух ты! Тут снега по пояс. Ну, походу, тоже трухлявая. Но еще и вморожено туда. Непонятно. Какая-то ель, видать, сгнившая. Вон дядя лежит. О, хороший дядя. Вообще хороший, только хер возьмешь. Да. Он тот хороший, конечно, лежит. А береза тоже нормальная. До березы добраться бы еще как-то. Вот. Ну тут дров-то полно так-то. Только взять проблемно. Ой, да тут шиповник, оказывается. Блин. Хер за что ухватишься. Так, что у нас с березой? Живая, что ли? Ага. Пускай такая корявая стоит, раз живая. Ну, в принципе, вот так. Я вот там пришел. Вот так же прийти, сюда подняться. На снегоходе можно подъехать, да? А лучше не стоит сюда заезжать. Был бы коротыш еще туда-сюда. Этот-то здоровущий. Так, идем к тому. Проверим состояние. Вон леса вообще полно дров.
Вот, нашли вы сушину. Всегда обращайте внимание. Многодичные следы на кольца. Они идеальны, просто прямо. А есть крученые, они вот так бывают. Это уже колоть потом замучаешься. А это прям идеально вот. Ну чё, мне хватит. Сейчас я дорогу топтану. Придем, распилим. Я ее раза 2-3 схожу. И мне дров хватит. Погнали. Здесь надо напрямую сделать. Вон снегоход стоит. Посюда вытаскивать. Буду стаскивать сюда, скидывать. Потом отсюда туда стаскаю. Поэтому здесь все продумывать надо. Все ходы. Двойную работу делаю и тоже хожу. Бензопилу надо было взять сразу. Оба-на. Вот смотрите, искали дрова. Вот, тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык, кто-то ходил. Искал дровишки. Вот на снегоходе подъезжали, вот сюда заезжал. Балансир-то, зубчики-то все. Кирдык. Вот эти. Менять надо. Все уже снегоход старый стал, блин. Менять надо. О, зубцы как поотлетали. Это вот вчера ехал. Там местами камни, все такое. Видать, вон там вон отлетели. Вот я подъехал вот так, крутанулся, и потом второй раз подъехал. Это я дорогу сделал, чтоб для снегохода. Так, лишний груз оставляю. Железо. Это снимаем. Проверяем все. Все нормально. Ну что, пойдемте. Сейчас на 2-3 здоровых куска напилим. Даже сюда можно скидывать. Сразу по прямой. Если подойти можно будет с той стороны. Так и будем делать. Здесь подняться невозможно. Сейчас будет. Довольно круто было. Еще с обрывом. А силой дурости только
поднялись. Снега навалило нехило. Дерево опасно стоит, сыгрануть может. Видите, он зажато. Там и тут. Надо березку спилить сначала будет. Не хотелось бы тут валяться. У меня один знакомый, лесовальщик, раньше лес валил. Ну, когда лесничестве работал. Он АФС постоянно один только ходил на делянку. И в один прекрасный день дерево на него упало, ногу передавило, и он лежал там несколько часов. Говорит, все проклял. Так, она туда не пойдет, а сюда может пойти. Видите, вон. Поэтому сейчас мы его, вот эту березочку, сначала спилим аккуратно. Но надо спиливать с той стороны, чтобы он сюда не сыгранул. Отсюда. А хотя не, нормально. Стоит. Все, сейчас пилим. Это один день, второй день, третий день. Там у меня еще парочка есть чурочек. Шина коротковата, правда. А ничего, сухую-то спилим. Опа. О, все как планировалось. О, ну-ка. Блин, вообще идеал. Спасибо тебе, друган, за то, что ты тут лежишь. За то, что тебя для меня матушка-река принесла и бросила здесь.
Теперь осталось таскать. Что, берем? Очень просто. Оба! Немножко сгнили, но ничего. Сухого много. Вот это дядя. Ха-ха. Хороший дядя. Сейчас чьи-то, наверное. Чей-то сейчас прямая кишка вылезет сейчас чья-то. Ну чё, некогда нам тут сопли жевать. Взяли да погнали. Фу. Фу. Есть. Есть такое дело. Камеру задел. Вроде нормально работает. По прямой надо идти. Сейчас с обрыва постараемся дальше кинуть. Вот туда. Фух, нормально. Осталось 2. Хорошо хоть вниз, а не наверх таскать. Ну вот, друзья, активный отдых на природе. Солнце уже садится. Время у нас всего лишь точно 2 часа, как и думал. А ничего, все нормально. Так, здесь уже чуть поменьше дядя. Посмотрим его теперь. Хороший дядя. О, хороший. Мужики завтра приедут. Хоть дров не надо таскать. С Янычем. У Яныча тоже руки болят. Он тоже не может. Один я остаюсь. О, еще себе. С утра зарядку делаем. Вон того уже специально сейчас вместе с бензопилой возьму. Но он тоже непростой дядя. Вот сколько киловатт, а? Сколько киловатт лежит. Снег аккуратно ложите. Сейчас все равно будет заводиться, и водить надо будет. Так, что у нас тут рассказывает? О, а это, видите, уже пилено. Когда-то кто-то пилил, и это дерево сюда принесло водой.
для меня он оставил вот эту часть. Этот человек. Ну, спасибо ему. Кто, интересно, это был. Кто бы ты ни был. Тебе спасибо. Так. Сейчас берем этого дядю. Потом бензопилу и гоу. Отдышаться маленько дайте. Ну чё? А этот уже полегче. Всего лишь килограмм 40, наверное. Так, дрова у нас есть. Теперь у нас другая проблема. Подтаивание под палаткой. Короче, моя рыбалка — это одно сплошное решалово всяких проблем. Вообще рыбалка в Якутии — это такая штука. Вот его. Туда. Так. Аккуратно надо всегда, чтобы не упасть, ничего не повредить. Никогда не надо торопиться. От этого зависит ваша жизнь. О. Так, где там малыш упал? Этот, походу. Вроде этот был. А? Сейчас мы его забираем. Потом бензопилу возьмем. Иди сюда. Еще пониже скинем. Вон туда. О. Нормально. Единственное, что плохо, то что сучков многовато. Ну, это мелочь. Колун же есть. Ага. Так. О, есть такое дело. Там не пойду. На перерез надо идти. Чем прямее, тем лучше. Так, здесь не упасть. Аккуратно. Опа! Есть. Бензопилу маленько окунул в снег. Так, на сани аккуратно ложим тоже. Не кидаем. Фу, один есть. Жесть. А ничего. Осталось два всего. А вон они лежат. Вот здесь вот обрыв небольшой. Я вот так соскользнул, но не упал. Вот здесь бензопилой уперся. А видите, он здесь скатился. А сейчас принесу сюда, скину, наверное.
Можно было еще пару метров ближе. Да ладно. Фу. А видите, костюм какой. Снег раз я тряхнул. Хозяиновский. Вот этот был полегче. Вроде. Так. Еще маленько отдохнем. В принципе, катить можно, но долго замучаешься. Перекидывать. Лучше так взять. А видите, зарывается в снег. Поднимать тяжело будет. Ага. А теперь получше. Вот. Видите, опять не подумал. Надо было тяжелого взять вот так вот. Этого оставить. Ну ладно. Взял так взял. Тяжелого и катить можно. Но мы же не ищем легких путей. А? Ну вот и тропа уже. Можно туда еще раз ходить будет потом. Когда-нибудь. Тут уже, считай, дорога есть. Дорога жизни. Называется. Хороший дядя лежит. Самый хороший дядя. Иди сюда. Туда ронять не будем. Потому что брать тяжело оттуда. Здесь поставим. Здесь пониже. Отсюда возьмем сейчас. О. Здесь натопчем маленько. Чтобы выходить было лучше. Хороший дядя. Теплый. Есть. Так, теперь главное не навернуться с ним. Идем потихоньку по нашей дороге жизни. Здесь уже как асфальт. Опа. Мы уже научены. Прямиком к снегоходу идем. Фу.
еще одно. И поедем. Хорош с меня. Да и с вас тоже, думаю. Приезжайте к нам на рыбалку в Якутию. Покатаю вас. Дрова будете готовить, печку топить ночью. В принципе, нормально. Сейчас. Приезжайте, когда полтинник будет. Порыбачим. В январе так. Потому что мы в январе тоже рыбачим так-то. А что такого-то? Чем не рыбалка? Взяли и пошли. Молча, скрипя зубами. Потому что кроме тебя это никто не сделает. Туристов нету. Хотя бы одного туриста бы, чтоб на рыбалку хоть свой съездил бы со мной. То надоело уже самому все. Все, поехали. Стоп. Ну вот, приехали к табору. Маленько ушко подморозилось. Но ничего. Сейчас выгружаем, пилим, колем, чистим площадочку. Ставим снегоход сани, как было. И заходим в палатку. Все. И не спрашивайте меня, почему я все время рыбачу в палатке. Потому что мне и так снаружи хватает приключений на свою жопу. Так. У нас вот проблема. Вот видите, в чем вот я говорил. Вода начинает везде выступать. Палатка у нас уже в воде. Как бы не слиплась. Сегодня
разъяснилось, обещается. Чувствую, морозец будет. А палаточка-то прихватится, если так будет лежать. Поэтому я не прикапывал. А уже вон, видите, вот, где я хожу, где постоянно хожу, вот, уже прихватилось. Отбивать надо. Эй, эй, не вздумай вмерзать. Эй, товарищ, не вздумай. О, вода идет. Ну откуда идет-то это? Опять сушить надо будет. Ну ладно, ничего страшного. Будем сушить, значит. Ага. Ага. Вон, видите, вон. О. Что происходит? Что творится, а? Ага. Вечером-то прихватится еще, если не почистишь. Сюда снег надо. Снег гигроскопичный. Высушит. Пускай сушит. Ага. Так. Здесь тоже. Вот что-то мне подсказывало, не надо до льда чистить. Но на снегу поставишь там, потом такая фигня образуется. Дырка посередине встаивает все равно, где дырки. Там. Ну а здесь уже лучше вот. Видите, вот. Здесь я уже не прикапывал, не хожу здесь. Поэтому да, вообще нигде не прикапывал. Ни там, ни тут. Захочу, вообще палатку подвину сейчас. Сюда, на снег. Захочу, сюда могу вытащить.